Ежегодно Россия выделяет квоты на бесплатное обучение в вузах на территории своей страны. Подведем итоги программы на 2025-2026 учебный год. И у нас в гостях исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Константин Сарваниди. Константин Дмитриевич, здравствуйте. И сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Катерина Власова. Катерина Александровна, добро пожаловать. Добрый день. Итак, будем подводить итоги квотной кампании. Расскажите, пожалуйста, в первую очередь, давайте с цифр начнем. Да, в этой квотной кампании, значит, стандартно у нас было выделено 110 квот, подано было 210 заявок, и прошло 105 кандидатов, которые поедут учиться в Российскую Федерацию по программе правительства Российской Федерации, выделенных квот для Республики Абхазия. То есть, получается, несколько квот осталось? Ну, так бывает. Кто-то поступает параллельно еще в другие вузы, и если человек выбирает поступление не по квоте Россотрудничества, то отказывается. Ну, так случается. Кто-то не может там документы, полный комплект собрать уже, потому что есть регламент, и по этому регламенту у некоторых кандидатов бывают сложности на поступление по квоте Россотрудничества. Давайте вспомним вообще, какие направления были представлены, на какой наибольший был конкурс, на какие вот специальности больше всего было подано заявок. Катерина Александровна, расскажите, пожалуйста. Да, у нас кандидаты подавали заявки на разные специальности. В основном это архитектура, строительство, биология, информатика, вычислительная техника, информационная безопасность, лечебное дело, анестезиология, реаниматология, рентгенология, кардиология, реклама, связь с общественностью, творческие направления. Вот, если говорить о наибольшем конкурсе, то, конечно же, это у нас составили специальности архитектура, дизайн, медицинские направления и IT-направления. Традиционно медицина всегда в топ-3 входит. Но вообще, если проанализировать прошлые квотные кампании, что вы замечаете, какие интересные тенденции, может быть, из года в год прослеживаются, а может быть, вот эта квотная кампания выявила какую-то новую? Ну, из особенностей в этой квотной кампании во второй редакции у нас появилась специальность для поваров. Изначально это было 5 квот, но поступило 7 ребят в Сибирский федеральный университет. При Сибирском федеральном университете есть институт гастрономии. И вот 7 ребят получат дипломы международного образца по специальности менеджер в направлении именно поварском. То есть в Абхазию через 4 года, надеюсь, вернутся специалисты международного класса шеф-повара, которые и будут делиться полученным опытом, и я думаю, что вознесут абхазскую кухню еще куда-то выше. Очень на это надеемся. Вот по городам, если посмотреть, и по вузам, какие вузы предлагали квоты в рамках вот этой программы? В рамках квотной кампании участвует более 450 российских вузов, но в основном кандидаты предпочитают выбирать Москву на выбор, Санкт-Петербург. В этом году также кандидаты у нас были распределены в такие города, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Ярославль, Майкоп, Якутск, в Кабардино-Балкарию дети были распределены в вузы. Вот. А так вообще география российских вузов у нас очень обширная. Вот Якутск я впервые слышу. По-моему, этот город в программе на 25-26 впервые. Да, география за счет Якутска в этом году была расширена. А какие специальности там предлагают и какие вузы? Именно в Якутске? Да, интересно просто. В Якутске именно у нас, если мне память не изменяет, направлен ординатор по специальности... По какой-то узкой специальности и, видимо, интересные программы там есть. Данный вуз предоставил данную специальность на ординатуру. А по конкурсу, если вспомнить, вы назвали IT, медицину и архитектуру. Вот это топ-3. А сколько человек претендовало на квоту? На место? Да, на одно место. Да, на самый высокий конкурс у нас была архитектура, дизайн. Это 8 человек на место. Медицина, IT направления, 5 человек на место.
Конкурс большой. А вот творческие специальности появляются, и у нас театры работают, и они нуждаются в новых специальностях. Насколько эти направления востребованы? Ну, во-первых, из года в год идет набор в Щепкинский вуз. Это специальная договоренность Русдрама. Также в этом году уже в новой, так забегая вперед, скажу, появилась специальность циркового искусства. То есть в институт карандаша вот, появилась возможность абхазским детям поступить на специальность преподаватель циркового искусства. То есть расширяется, скажем так, градация специальности по творческим направлениям. То есть вот такой специалист тоже у нас в скором времени появится. Вот анализ программы что показывает? Ведь вы пытаетесь, да, усовершенствовать и саму программу, сделать ее удобнее для абитуриентов. Может быть, вот анализ показывает, что надо что-то поменять, чтобы следующая квотная кампания была удобнее, эффективнее. С этой точки зрения, если посмотреть, может быть, сам экзамен, форма экзамена, вот я, насколько знаю, экзамен будет меняться, форма экзамена. Да, у нас в этом году поменяется экзамен. Это будет экзамен офлайн, то есть все дети будут сдавать экзамены в одной аудитории. Приедут специалисты из вузов России, сотрудники центрального аппарата из Москвы приедут, и будет создана приемная комиссия, которая будет отслеживать сам процесс сдачи и, соответственно, раздавать билеты тестирования, так называемые, да, где дети будут уже заполнять и, соответственно, сдавать экзамен. Напомним, что раньше сдавали дети онлайн. Прокторинг. Да, и форма экзамена будет изменена. А интересно, конечно же, нам узнать, как наши дети подготовились к квотной кампании, какие знания показали. В отборе на 25-26 учебный год принимали кандидаты с разными уровнями подготовки. У одних вступительные испытания проходили в формате прокторинга по 2 профильным предметам, да, которые мы сейчас, в принципе, уже сказали. У других в формате конкурса документов о образовании. И после проведения вступительных испытаний методом рейтингования кандидаты, набравшие максимальное количество баллов, получили квоту собственного правительства Российской Федерации и были распределены в российские вузы. А вот по каким предметам, может быть, вас удивили дети, хорошие знания, вот высокий балл, какие-то такие, может быть, замечания у вас есть? И где вы видите, может быть, какие-то пробелы, где нужно вот по каким-то предметам больше уделять внимание абитуриентам и учесть это к следующей кампании? Такие замечания у комиссии есть? Уровень подготовки мы обычно, да, всегда отмечаем, что и дети готовятся и показывают неплохие результаты. В этом году что показали данные ваши? Здесь можно отметить, что есть кандидаты, которые набрали самый высокий балл. Это касается медицины. То есть, так как туда большой конкурс, то дети готовятся, как вы сказали, Нала, занимаются с репетиторами, сдали. Достаточно высокий балл они получили, и это выделяет их на общем фоне всего конкурса. Это не может не радовать, и уверена, и по другим специальностям дети готовятся, и по архитектуре, и сейчас IT-специальности очень востребованы среди абитуриентов. Будем надеяться, что следующая квотная кампания покажет вот такой высокий уровень знаний наших детей. Если подводить итоги, в целом, что бы вы могли сказать по квотной кампании? Катерина Александровна, если вот Константин Дмитриевич, если подводить итоги кампании, какой она была? Надо отдать должное, что в этом году квотная кампания была очень длительная, скажем так, в связи с второй редакцией, как я уже сказал, по поводу поваров. Потом у нас была еще 3-я редакция, если так можно сказать. Это ДПО, дополнительное профессиональное образование. По ней поступили госслужащие, то есть они в формате онлайн получат возможность обучиться
государственному муниципальному управлению, что, несомненно, повысит уровень, да, их профессионализма. Вдобавок ко всему, как я сказал уже в самом начале, очень приятно, что была практически все количество квот было выбрано. То есть это говорит о том, что это востребовано, и можно сказать, опять забегая вперед про нынешнюю квотную кампанию, что количество квот в этом году увеличено. То есть теперь будет 115 квот. Есть специальности, которые в прошлом году были менее востребованы, но в этом году по ним, то есть квотная кампания уже началась, но уже идут заявки. И это радует, что вот информация до абхазских абитуриентов доходит, и появляется большой интерес к новым специальностям. То есть, как вот сказали ранее, как Екатерина Александровна сказала ранее, не только идут на топ-3, да, там медицина, IT, архитектура, теперь появляется и Росавиация выделила квоты вот в этом году, Минсельхоз выделил квоты, и в прошлом году и были они, но они были менее востребованы. В этом году уже есть заявки по данным направлениям. Это очень радует, что разносторонние дети начинают выбирать вузы данных направлений. Ну и надо сказать, что Россотрудничество тоже проводит работу профориентационную. Это все предшествовало квотной кампании. Это тоже не могло не сказаться на том, чтобы интерес абитуриентов подстегнуть. Да, у нас и профориентационные идут уроки, то есть там в школах проходят консультации, мы рассказываем о возможности поступления. Также надо отметить, что у нас есть ежегодная образовательная выставка, куда мы приглашаем большое количество российских вузов для того, чтобы они рассказали о тех специальностях, которые есть у них. И ребенок, заканчивая 11 класс, уже мог определиться, какой вуз ему понравился. Это тоже большая работа. Ну и, конечно же, на наших информационных площадках постоянно ведется работа с разъяснением, как заполнять анкету, какие часто допускаются ошибки, какие специальности есть, по каким направлениям, где есть квоты. То есть ребенок может посмотреть по количеству квот, понять, где будет какой конкурс, и, соответственно, выбрать данное направление. Ну и какие-то интересные вузы, которые вот впервые поучаствовали вот в этой программе, вы могли бы отметить? Ну, конечно же, Институт гастрономии, в первую очередь, Сибирский федеральный университет, да. У нас в этом году по итогам была квота выделена по линии МЧС в Институт гражданской Авиации. Нет, в Институт гражданской защиты. Защиты. Да, вот. Это впервые была выделена квота, к сожалению, она не была востребована, потому что здесь есть некая накладка. По линии МЧС дети поступают напрямую через Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Абхазия. То есть есть договоренность между МЧС России и Абхазии. И, соответственно, дети обращаются туда, сдают там экзамены и поступают. К сожалению, вот не получилось нам найти тех, кто хочет по гражданской специальности идти по данному направлению. Но да, была такая квота, была квота и по линии РЖД. Росжилдора, это Самарский государственный университет путей сообщения, также выделил квоту для будущих железнодорожников, если память сейчас не изменяет. Но, в принципе, это вот топовые, так скажем, основные вузы, которые впервые были у нас представлены в детализированном плане приема. Спектр специальностей разнообразный. Каждый, я думаю, абитуриент что-то для себя мог найти, выбрать. И можем пожелать удачи ребятам, которые поступили, которые получили такую возможность, потому что для российских детей, которые живут на территории России, для многих мечта поступить вот в такие вузы. И будем надеяться, что эти специалисты молодые приедут в республику и будут здесь уже строить экономику, строить государство. Да, это очень важно. Вот хочу с вами согласиться, чтобы дети, отучившись в России, возвращались в республику Абхазия, и у них была возможность трудоустройства здесь. Это наша работа. То есть мы
Вся квотная кампания Россотрудничества по всему миру, она призвана для того, чтобы дети получили образование в лучших вузах Российской Федерации и вернулись к себе на родину, скажем так, и были трудоустроены. В любом случае, ведь квоты составляются с учетом интересов государства, да, в согласовании с ведомствами нашими, чтобы понять, какие специальности нужны стране. Да, несомненно, мы ежегодно перед началом новой квотной кампании мы обращаемся в кабинет министров, чтобы они нам предоставили какой-то запрос на те специальности, которые им необходимы. В дальнейшем это направляется уже в центральный аппарат, и центральный аппарат при взаимодействии с Министерством образования и науки Российской Федерации выделяет квоты на каждую страну согласно данных запросов. Поэтому мы надеемся, что вот ребята, которые успешно закончат, вернутся, обязательно будут трудоустроены, и мы увидим плоды, да, вот этого совместного сотрудничества. Большое спасибо, что нашли время прийти рассказать нам. Спасибо. Вам спасибо, Нала. А ребятам, которые будут участвовать уже в следующей квотной кампании, пожелаем удачи и скажем, что вы готовы и дальше, да, помогать. Это не только касается, да, конечно, принятия заявлений, но и формирования конечно, заявки. представительство Россотрудничества в Республике Абхазия всегда открыто для информационной поддержки, для консультаций на безвозмездной основе. 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница, пользуясь случаем. Это важная информация. Мы проводим групповые консультации с демонстрацией заполнения заявок в одно и то же время в 15 часов. За что, в принципе, хочется сказать огромное спасибо спутнику, потому что временно мы проводим как раз-таки консультации на вашей площадке. Вот. Приглашаем всех заинтересованных, всех кандидатов, родителей сначала для консультации, а после этого уже, так скажем, с уверенностью и с багажом информации мы направляем кандидатов заполнять заявки домой дистанционно. Ну и надо тоже, раз уже мы заговорили об этом, важная информация, что до 15 декабря прием заявок обязательно нужно успеть, а отборочные испытания обычно проходят в конце зимы, в начале весны. Первый этап отбора у нас в этом году до 15 декабря, а второй этап – это вступительные испытания предварительно после 15 января. Большое спасибо, Екатерина Александровна, Константин Дмитриевич. На этом мы завершаем нашу беседу. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях были исполняющие обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Константин Сарваниди и сотрудник представительства Россотрудничества в республике Екатерина Власова. Большое спасибо. Спасибо, Нала. Вам спасибо.